Тот самый пух, воспетый в легендарной песне 90-х, приносит немало проблем жителям центральных регионов нашей страны. Аллергия, насморк, слезы – типичная картина конца весны, начала лета. Ну а жителей Якутска заставляет плакать, причем не от радости, его младший брат – тальник. Его в городе повсеместно начали высаживать еще с советских времен. Причем выбирали этот род кустарниковых ив в первую очередь из-за его неприхотливости. Говоря на языке биологов, куда ни ткни, тут и принялся. Однако, как отмечают специалисты, посадили советские озеленители ив не того сорта. И как результат, многие улицы Якутска буквально оказались захвачены этим неприхотливым, но таящим ряд угроз кустарником. Экспериментировали по-разному. В основном это были приезжие специалисты. Они не знали специфики нашего климата, наших городских почв, засоленности не знали. И, конечно, эксперименты ставились очень такие смелые и заведомо неудачные. Минусы такие, что они не очень декоративны. Все-таки наши местные ивы, при том, что в Европе, центральной части России есть очень декоративные ивы, но они просто бы не прижились бы в наших условиях ни за что. Они очень быстро стареют, они очень быстро приобретают неэстетичный вид, у них начинают отмирать кроны и так далее. Ну и в целом у них, конечно, лед пуха. Среди преимуществ – быстрый рост, густая зелень и прекрасная преграда от пыли. Казалось бы, идеальное растение для городского ландшафта, однако его главная опасность приходит с наступлением лета. Кустарник начинает цвести, укрывая улицы, дворы, близлежащие квартиры покрывалом белого пуха, который при этом крайне аллергенен. Появляются симптомы тогда, когда аллерген, в частности пыльца, начинает контактировать со слизистыми оболочками. Допустим, слизистые оболочки полости глаз. В частности, это бывают такие проявления, как слезотечение, отек. Допустим, если пыльца контактирует с органами дыхания, это в частности могут быть обострение острого бронхита, обострение бронхиальной астмы. И тут уже проявляются симптомами такими, как кашель, допустим, заложенность, затруднение вообще дыхания легочного, да, обструкция, удушье может быть. В последние несколько лет в Якутске идет активная работа по вырубке тальника. В частности, в целях безопасности. Кустарник местами разрастается до таких размеров, что задевает своими кронами высоковольтные линии. Безусловно, избавиться от всего тальника в городе в одночасье невозможно. Однако специалисты знают решения и альтернативы. Вот, пожалуйста, перед вами очень хороший пример. В нашем палисаднике растет больше 40 лет желтая акация. Вот ее обрезаем почти каждый год, и они очень хорошо растут, они менее аллергенны, потому что у них пыльцы немного. Очень хорошо идет также береза. Но вот они перед вами тоже хороший пример, но пыльца у них аллергенна, у них пыльцы много. Есть еще черемуха, есть боярышник, правда, у черемухи тоже много пыльцы. Рябина хорошо идет, да ель – это самая первая порода, которая очень хорошо приживается, быстро растет, у нее пыльцы немного, она не очень аллергенная, зато она очень красивая. Еще один способ борьбы с тальниками, который позволит убить сразу двух зайцев – это вырубка именно цветущих женских особей. Так решится вопрос и с пухом, и с сохранностью значимой части зеленых насаждений. А это, вкупе с правильными решениями городской администрации, безусловно, в будущем даст отличные результаты. Петр Васильев, Владимир Павлов, Семен Семенов, Якутск.